Как врач, я часто общаюсь с пациентами, которые находятся у меня в стационаре. И от них порой я слышу не только проблемы, связанные со своим здоровьем, а проблемы, связанные с их жилищно-коммунальной сферой, с их дорогами, благоустройством и социальными вопросами. А с учетом того, что имеется опыт работы в органах местного самоуправления, уже 3 раза избирался депутатом городского округа, Жатай решил принять участие в голосовании по определению кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации. Считаю, что тот опыт, который накопился на местном уровне, он позволит реализовать те идеи и замыслы на уровне уже Российской Федерации. Медицина – это в первую очередь общение с людьми. Когда мы общаемся с ними, я уже об этом говорил, мы слышим их проблемы не только связанные со здоровьем, а в целом круг проблем, которые они очерчивают перед нами. Потому что люди, которые находятся в больнице, они стараются выговориться. Они хотят поделиться этим с людьми в белых халатах. Что общего между медициной и политикой? Проблемы, которые стоят перед медициной, они решаются в том числе и на уровне Государственной Думы. Это законодательные акты, которые регулируют сферу отношений в области здравоохранения. Задача – сделать систему здравоохранения доступной для россиян. Каким образом это надо сделать? Это уже обсуждает медицинское сообщество много лет. И все приходят к одному выводу. Главное, чтобы она была качественной. Качество за собой влечет создание определенных условий. Это снижение административных барьеров. Это приближение медицинской помощи непосредственно к людям. Вот эти вещи необходимо законодательно отрегулировать, чтобы не было потом вопросов ни у пациентов, ни у врачей по качеству оказания медицинских услуг. Второй вопрос, который активно поднимают в том числе и врачи, это защита самих медиков, их правовая защита. Потому что для пациентов у нас создаются определенные условия, но в данном случае люди в белых халатах остаются за бортом. То же самое, это требует активного обсуждения. А кто, как не представитель медицины, должен это обсуждать? Тот, кто непосредственно работал в отрасли, тот, кто общается с представителями отрасли, говорит с ними на одном языке. Вот это и есть общее между политикой и медициной. Здесь помогли те реальные дела, которые люди видели, когда мы их реализовывали вместе с командой. Если взять местный уровень, когда я работал в городском округе Жатай, было введено 3 новых объекта здравоохранения. Появились узкие специалисты. Мы дополнительно оснастили первичное звено оборудованием. Это все было сделано большой, огромной командой. И люди стали получать медицинскую помощь непосредственно у себя на месте. Им не надо было в большинстве случаев выезжать в город. Это большое подспорье, и это то, что можно ощутить и пощупать. То же самое здесь. Работая главным врачом офтальмологической больницы, я перед своими коллегами поставил четкую задачу. Мы должны ориентированы в первую очередь быть на пациента. Что увидели пациенты? Был открыт новый центр неотложной офтальмологической помощи. Буквально на прошлой неделе мы получили новое медицинское оборудование последнего поколения, которое позволит оперировать передний и задний отрезок глаза, что опять же создаст условия для наших пациентов получать эту медицинскую помощь здесь, непосредственно в Якутске, не выезжая за пределы родного региона. Кроме этого, мы проводим сейчас маршрутизацию пациентов непосредственно у нас внутри здания, для того, чтобы им было удобно проходить всю диагностическую линию за короткий период времени. Вот это люди, пациенты, которые к нам приходят, они это видят. И, возможно, это и способствовало тому результату, который был набран в результате предварительного голосования. Буквально на днях, когда президент нашей страны Владимир Владимирович Путин встречался с руководством партии «Единая Россия» и победителями предварительного голосования, он уже дал объяснение, почему Госдуме нужно обновление. В первую очередь нужны люди, которые работали на земле, которые сами сталкивались с проблемами жителей нашей страны. Потому что, пропустив через себя ту или иную проблему, ты начинаешь ее воспринимать совершенно по-другому, и, возможно, в твоей голове рождаются новые пути ее решения. Именно поэтому Государственной Думе нужно обновление, чтобы взглянуть на старые проблемы новым взглядом от тех людей, которые эту проблему знают изнутри. Я, допустим, сталкиваюсь с проблемами системы здравоохранения. Каждый час, каждый день мы общаемся с пациентами, общаемся с врачами. И эти проблемы, они у нас здесь, на поверхности. И задача эти проблемы обсуждать и решать совместно. Дорогие избиратели, принявшие участие в предварительном голосовании, я вам хочу от чистого сердца сказать огромное спасибо за то, что вы отдали голос
за меня, за систему здравоохранения, поддержали. Мы друг друга услышали, вы критиковали, вы предлагали, и это самое главное. Еще раз огромное спасибо. Я надеюсь, что в сентябре 2021 года мы также вместе придем на избирательные участки и поддержим нашу партию, партию «Единая Россия».